На сегодняшний день сотрудники Госагентства антимонопольного регулирования выдали 82 предписания за нарушение по завышению цен на 11 социально значимых товаров. Об этом Тазабек сообщили в Госантимонополии. При этом ведомство передало 29 материалов в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями, а в отношении 3 субъектов были применены штрафные санкции. 7 апреля – праздничный выходной день в Кыргызстане. Но в связи со сложившейся ситуацией 7 апреля будет рабочим днем для государственных органов. Об этом Акипресс сообщили в Министерстве труда и соцразвития. Согласно распоряжению правительства, до 15 апреля госорганы работают без выходных. В городе Балыкчи вышли результаты анализов 11 граждан, находящихся в обсервации. Все результаты отрицательные. Об этом сообщили в городской ГСВ. Согласно информации, 11 человек находились в обсервации 14 дней. После получения отрицательных результатов анализов их отправили на домашний карантин. В связи с возможной организацией чартерного рейса по маршруту Сеул-Бишкек в апреле посольство Кыргызстана в Южной Корее формирует списки граждан Кыргызской республики, кто желает вернуться на родину. Приоритет будет отдаваться гражданам, состоящим на консульском учете посольства Кыргызской республики в Республике Корея, за исключением тех, кто находится в Южной Корее по гостевым визам, отмечается в сообщении. Также посольство просит учесть, что авиабилеты будут платными. Предприниматели разработали дезинфицирующие установки для автотранспорта, пешеходов и подарили городу Бишкек. Как сообщила пресс-служба мэрии, сейчас 2 кабины устанавливаются в Республиканской клинической инфекционной больнице. 6 марта предприниматели, сотрудники муниципалитета и МЧС передали туннели больницы. Одно для горожан, второе для транспорта и машин скорой помощи. Общая стоимость 2 туннелей составила порядка 1,5 миллиона сомов. Дезинфицирующий туннель в среднем в час расходует литр жидкости. Ее состав – это этиловый спирт, вода и глицерин. Безвреден для человека, а в антисептик для машин добавляется хлор. Это были новости на сегодня. Не забываем поделиться этим видео с друзьями, а также подписываемся, ставим лайк и жмем на колокольчик.